Я в лосинах теперь хожу. У меня, конечно, в лосинах я выгляжу вообще нелепо, доста, потому что в лосинах у меня трикут и еще барьер выглядит очень стрёмно. Почему? Не буду говорить. Сами, наверное, догадаетесь. Вот и фитнес-центр. Вот такой вот. Вот тут, кстати, прыгают люди, занимаются, видали? Вот на таких вещах. Прикольно, да? Тут еще и йога проводят, еще какие-то там занятия проводят. Очень много занятий. Сейчас, кстати, я вам покажу зал. 260 калорий и прошла 3,5 километра. Смотрите, с каким шикарнейшим видом. Офигеть, конечно, вид тут вообще прикольный, Достар. Вот бы дома такой вид был. И знаете, что я хочу сказать? Блин, на этой беговой дорожке намного ходить удобнее, потому что она большая, широкая. А дома у меня маленькая, узкая. Блин, на большой, конечно, вообще круто ходить. Почему раньше не начала ходить? Да, не знаю. Дурочка была. Всю жизнь, блин, игнорила спорт. Хотя у меня мама каждый день проходит на беговой дорожке по 7-10 километров. Прикиньте, я еще не могу дойти до ее уровня. До уровня моей мамы пенсионерки. Представляете? Она 7-10 километров проходит, а я, значит, 6 всего лишь в день. Она утром встает, да, и по 30-40 минут еще делает физзарядку. Ходит в неделю 2-3 раза в бассейн. И каждый день ходит на беговой дорожке. У нее тоже есть беговая дорожка, я вам уже показывала. И постоянно всю жизнь мне говорила: Левша, надо заниматься спортом. Левша, занимайся спортом. Я выиграю, я выиграю. Она постоянно с детства меня вот так мучила. Много жрешь, надо заниматься спортом. И мне кажется, вот даже из-за этого у меня какая-то отрицательная реакция была. Ну ладно, хоть 45 начала, и то нормально. Если бы вообще не начала, это было бы плохо. Лучше поздно, чем никогда, да? Самое главное, Зофар, когда начнешь, да, вот прямо тук-тамай, бэр-ай надо заниматься, чтобы в привычку вошло. Вот бэр-ай, тук-таматка. А потом уже потихоньку привычку входит и полегче становится. Но надо заставлять себя месяц, прямо заставлять надо. Ошонда Турцияга кийсең вообще диңгез буюна биз кожа бозулады. Бозула түгел инде, биз сырыша. Действительно, вот как сморщенный изюм был. И так у меня, блин, кожа вся сморщенная. Косметолог сказал: не загорать в вашем возрасте. Ходить только в шляпах. Оказывается, в моем возрасте уже загорать нельзя. И следить за мимикой. Но я не умею следить за мимикой. Я вообще люблю мимику. Я проявляю свои эмоции через мимику. И мне кажется, если лицо неподвижное, как робот, как у куклы. Но у меня, конечно, капец, мимика очень сильно работает. Пластическая операция, короче, многие женщины, которые делали, да, они, знаете, что говорят? Что хватает максимум на 7 лет. Если повторно, говорит, делаешь, кожа, говорит, истончается. Лайфхак. Нашла. Сейчас я вам покажу. Берете очень тугую резинку. Ну, у кого в машине есть, как у меня. Да? Так вот беру. Потом вот так вот прямо сильно натягиваю. Ставлю резинку. Смотрите. Видите? Уже натянулась кожа лица. Вот сейчас отпущу, увидите, что это. Видали? Видали? Спустилась. Видали? Сразу же немножко натянулась. Офигеть! Я, короче, вот это увидела, вот это, думаю, нифига себе, надо теперь постоянно наверх резинку ставить, чтобы хоть немножко кожа была натянутой, да? Это же вообще круто, блин. Но надо очень сильно натягивать. Натянуть надо. Если меня вдруг увидите вот с такой вот дурацкой кубышкой на голове, имейте в виду, это я натянула немножко свою кожу лица. Смотрите, какие я бусинки купила. Новенькие, такие красивенькие. Вот, бусинки купила. Летний такой вариант. Видали? Вот. Ой, я люблю такие вещи, конечно же. Обожаю. Вот, видите? Немножко кожа натянулась. Это все вот эта вот кубышка. Представляете? Так что не надо меня говорить, что без конца с какой-то дурацкой кубышкой на голове ходишь. Это все из-за того, что я натягиваю свои морщины. Понятно? Да, у Азари урок идет. Это, ну, что там?
И он ловит трам. Без трусов, что ли? Трусами? А нет, трусами не могу. Ой, Тошаман? Да. В зале урок идет. So how do you think? Как вы думаете? Оставила 4 учеников. Я вообще, конечно, была против, чтобы она оставляла учеников до стар. Но я говорю, самой надо учиться, да. Когда ты будешь успевать-то со своими этими учениками возиться? Она сама занимается интенсивно английским и китайским. И еще учится. Я говорю, ты не будешь успевать. Она говорит, нет, мне их жалко. И оставила вот 4 учеников, 4 девчат. Она их прям полюбила. Я тут, знаете, что поняла, что в зале, оказывается, этот прирожденный педагог в бабушку Феридоля Сехне пошла. Она прямо так любит своих учеников, она за них переживает. И ей нравится, самое главное, процесс преподавания. Представляете? Мы вот в этом корпусе живем. И вот смотрите, сразу же, видите, вон там пляж. Вот. Где вот эти маленькие домики стоят. Вообще круто, да? 2 минутки, и ты на пляже. О, погода наладилась, Достар. Но все-таки немножко ветер. Здесь горы, красота. Очень даже красиво. Вот посмотрите, какие горы. О, видали? Смотри, какие волны. Опасно же купаться. Люди купаются, вообще посрать. Сейчас я вам покажу, какие волны. Конечно, лучше приезжать в сентябре, а не в октябре и не в ноябре. В прошлом году мы вообще в ноябре приезжали, кут-тундр в бассейне только и сидели. И то там тоже холодно было. Так, друзья, территорию отеля я вам тоже показывать не буду, потому что почти во всех отелях одно и то же. Тем более это раз сеть отелей Добидан, у них тоже примерно расположение, концепция отеля одинаковая. Добидан я вам уже миллион раз показывала, потому что мы в Добидане постоянно тусуемся. Вообще, если выбирать отели, да, если ищете хороший отель с хорошей едой, с хорошими номерами, с хорошим пляжем, то вот отель, сеть отелей Добидан самый раз для вас. Очень нравится, и по цене тоже нормальная цена. Есть, конечно, такого же уровня отеля, но у них там цены бешеные идут. Ну, там на процентов 10 только может быть лучше, ну, а цены вообще капец, конечно. Вот Добидан нормальная цена и нормальные пляжи, нормальные номера. Короче, вам очень понравится, и нормальный алкоголь. Самое главное, Альберт говорит, что здесь алкоголь хороший. Вот такие вот маленькие релакс-бассейны есть. Видите, вон с маленькими горочками, с большими горочками. Горки вот спокойно. Такие спокойные горки, не страшные, нормальные для детей самое то. Вот таких вот маленьких баров тоже. Очень много мелких баров. На улице можно сидеть. Там вот, видите, тоже горки для детей. Короче, для детей здесь очень много чего сделано. Вот такой вот основной бассейн. Территория очень красивая, очень зеленая, зелени очень много. Не во всех отелях зелени много, кстати. Вот это знаете. Некоторые отели приезжаешь, там голые какие-то. Вот недавно мы в каком-то отеле были, я не помню. Там очень мало было зелени, из-за этого было скучновато. На пляже все стоят холодильники, доктор, и с водой, и с газированными напитками. Также есть бары, где есть все спиртные напитки, какие только желаете. Все включено, все бесплатно. Кстати, когда я рассказываю, показываю, всегда меня люди спрашивают, типа, а спиртные напитки, сколько стоят, за это надо платить? А за перелет вы платили? Конечно, доктор, мы ничего не платили, потому что это же отель, все включено. И за перелет включен, отель полностью, питание все включено, номера все включены, все спиртные напитки тоже все включено. Поэтому он и называется «Все включено». Вот такие отели мы выбираем, потому что, почему? Потому что, чтобы не заморачиваться, где бы поесть, есть там отели с завтраками, только включено, где завтраки. А тут ни о чем не задумываешься. Пришел, поел, все, что захотел, все очень классно. И, как говорится, насчет спиртного тоже. Вот. Ой, дорого, тут выпить дорого, там дорого. А тут вот пришел, как говорится, Альберт от души нажрался, может с утра начать пить и до ночи пить сколько угодно. И весь алкоголь, который есть в баре, перепробовать от души. И не будет задумываться о том, сколько стоит и сколько он потратил на спиртное. А если бы мы взяли отель
где завтраки включены, и спиртные напитки не включено, да, то такой человек, как ответ, он, конечно же, ходил бы и думал, бляха-муха, в уме сидел бы и считал, блин, дорого, сколько я заплатил, тут дорого, там дорого, блин, каждую копейку бы считал. А тут он уже все заплатил и вообще абсолютно не считает, и это рот, сколько ему надо, если покупаете путевки, не заморачивайтесь, сразу летите, ни о чем не думаете, и все. Только экскурсии не включены. Вот такой вот пляж Достар. Вот тут вот такие зонтики, видите, шезлонги. Шезлонги не мягкие, без матрасиков. Есть иногда пляжи с матрасиками. Сегодня вообще капец ветрено, Достар, очень сильный ветер. Но посмотрите, какой шикардосный цвет моря. Это же просто мега крутой цвет моря. Просто фантастический цвет. Обалденно, да, и волны, конечно, шикарные. Вот, смотрите, и с этой стороны тоже пляж, все с зонтиками, шезлонги чистые, постоянно моют, убирают, территория отеля чистая. Офигеть, какой ветер, видите, да, какой ветер, меня может унести, а вот год назад бы хрен меня какой ветер унес бы. Офигеть, видали, офигеть, какой ветер, это вообще круто, конечно, я люблю такой ветер, конечно. Ну, блин, вообще-то мы приехали сюда, блин, купаться, загорать, ну, блин, что, дождь, что, ветер, видали? Сейчас дождик опять начал капать, блин. Погода меняется вообще капитально, каждые секунды. Детьми вот здесь вот занимаются, видите, крытый такой павильончик, рисуют с ними, смотрите, вот сидят, рисуют, что-то там разукрашивают, лепят, и также вот здесь вот играют на площадке. Дети ваши круглые сутки под присмотром воспитателей. Мы пришли, короче, в спа-центр Достар, потому что, знаете что, ветер сильный, мы замерзли. Тут, говорят, есть крытый бассейн. Сейчас мы как раз покажем вам крытый бассейн. Вообще надо здесь в халатах ходить. Все в халатах ходят. О, нифига себе, как красиво, смотрите, здравствуйте. Все люди здесь тусуются. Здесь даже есть бар. Но спиртные напитки не дают, чай дают. Для детей, наверное, крытый бассейн маленький. Глубина есть у этого бассейна? Нет, 1,40 всего. Метр 40, прикиньте, воду так. Тут лежаки тоже есть. Вот такой вот крытый бассейн, маленький. Я вот не знаю, только он один здесь или нет. Я Турция, или закрытый бассейн, да, бляха-муха. Я никогда еще в Турции в закрытом бассейне не загорала. Друзья, здесь можно вот посетить также сауну и хамам. Это все входит стоимость приобретенной путевки. Короче, сауна здесь вот 73 градуса есть. Потом здесь стрит-бач какой-то 52 градуса. А тут почему пар? Ой, ёпа-мать, что такое тут? Тут кто-нибудь есть вообще, нет? Тут кто-нибудь есть? Вот этот вот хамам, вот здесь, где пар, видишь? Вот тут хамам, вроде никого тут нет. Мы в хамам зашли, оказывается, Достар. Все, я камеру выключаю, мы попотеем немножко. Согреемся в холодной Турции. Я не знаю, конечно, меня видно, нет. Мы решили с Азалией зайти все-таки вот в сауну, которая 73 градуса, потому что в хамаме мы себя не видели и страшно там. О, тут хорошо, да, 73 градуса, тепло. Ой, блин, вообще круто. Ой, блин, тут сидите. Смотрите, как этот Хюррем Султан в великолепном веке. Красиво, да? Смотрите, даже вот такие вот теплашки. Прям как в фильме Бордго. Видали? Прикольненько, да? Тут только что я видела 2 мужиков, женщины мыли. Шат, намылили и помыли их. Они такие сидят, довольные, вообще им нравится мужикам, когда женщины их моют. Ну, что прикольного тут? Снижать просто камушки есть, что ли? Ну, это все входит в стоимость. Вот, имейте это в виду. Если у вас отель, все включено, 5, вот, заходите в сауну, в хамам, греетесь, моетесь, это все входит в стоимость. Массаж, там, тырым-пырым, всякие фигнюшки, да, но они очень дорогие. Короче, массаж на все тело от 10 тысяч начинается, прикиньте. Это почти во всех отелях массажи такие дорогие. А вот в Таиланде, помните, мы отдыхали, там массаж на все тело делали всего за 600-700 рублей. Прикиньте. А вот в таких вот отелях массаж на все тело, допустим, тайский тот же массаж,
от 10 тысяч стоит. Вот это имейте в виду, очень дорого. А вот эти вот сауны, мауны, все бесплатно. Вот таким офигенским видом мы будем обедать. Я, как обычно, взяла борщ. Азалия, как всегда, таук алды. Альберт, как всегда, өзінің балығын алды. Я, короче, утром позавтракала, друзья мои, да, и съела один пирожок. Жирный, очень жирный. И мне стало плохо. Мен, короче, косовыттым, эсим гитти. Вообще, капитально плохо было. Поэтому я сегодня вот на обед взяла только борщ. Отдыхали вместе с нашими казанскими друзьями. А в этом году впервые мы без них. И мы без них скучаем, нам очень скучно. Больше всех скучает Альберт по своему другу Ильназу. Пивыгын түшірділі, итін түшірділі, өдінің иптәшіне берді. Ильназға күн хайын фотоотчет іштей. Собутыльника себе найти не может. Я же не пью, достар. И вот ему приходится одному квасить. Альберт даже өдіне тауып алды бүгін бір собутыльница, бір қатынқай. Она сама нашла меня. Она сама нашла меня. Мен пляжда yo'qlatqanda meni kanki ham men qayda ham barg'ati barg'a ham bildirsaman shu утра rahatlanib она сама меня нашла ты Ай, келді отырды. Папа, ты знаешь, как будет? Вот это, который, короче, до обеда пила, и потом ели так, очень на ногах стояла, вот она идет сзади. Не. Нет, ты так сказал. Ладно, айтам. Ана күйлеме айтам, қара. Келді отырды, бляха. Сегодня доктор Альберт пригласил нас с Азалией на романтический ужин в итальянский ресторан. В честь этого даже купил себе новую рубашку в Вайкики за 500 рублей. А? Прикинь, футболка змырақ. Микей. Рубашкадан футболка змырақ. И чё? И чё, қысқарақ коряк, наверное? Вот так. Не надо, Матур, не мекей. Вот эту вот рубашку, доктор, представляете, в Вайкике всего за 500 рублей купили. Вообще прикольненькая рубашка. Видите, вот таких вот на кнопочках таких. Стань вот туда, возле этого, а то отсюда не видно обзор сделать. Посмотри сюда. Вот, прикольненькая такая. Цвета хаки. Ему очень понравилось. Альберту, кстати, вот размеры есть в Вайкике, да. Я тоже, доктор, в Вайкике купила. Знаете что? Вот, я вот этот вот кофта купила. Или как это называется? Кофта, джемпер. Азалия, как это называется? Вот это. Я не знаю. Вот это, вот, я не знаю. Ну, короче, очень короткая кофта называется. Топик кофта. Вообще прикольненькая, да? И купила вот такие вот джинсы. Тоже взяла все в Вайкике. Прикольно, да? Они коротенькие, прикольненькие, такие классненькие. Там, короче, была распродажа. О, хатартам листер, то что саканду стар, прямо бельгагрини, прямо итихтер сыга. Я думаю, в итальянском ресторане там будут подавать макарон. Один раз я уже ходила в итальянский ресторан. Паста, говорили. Я и заказала пасту. Ну и принесли мне этот бешевит мылан рожки. Я вам уже рассказывала эту историю. А, кстати, что я хотела рассказать-то, друзья. Вы можете 3 раза сходить бесплатно в Добедане в рестораны. Итальянский ресторан, китайский ресторан и турецкий ресторан. Я правильно сказала? 3 раза можно сходить бесплатно в ресторан? Да, если вот такой номер, как у нас в бассейном, снимаешь, 3 раза бесплатно итальянский, рыбный и турецкий. Китайский туль. Китайский туль, турецкий, итальянский и рыбный. А, это если только номер с бассейном. Да. А другие... Если еще на номера... день рождения какой-то один дает. Ага. Вот. Еще несколько раз посещаешь, дает уже. А, если несколько раз сюда приехал, да? Вот такая программа у Добедана. Если ты много раз сюда приезжал, тоже дают. Ну, я не знаю, я думаю, что у них не отличается кухня от основной кухни. Ну, сейчас посмотрим, протестируем. О, смотрите, какой зал здесь. Ох ты, посмотрите, какая красота. А? Садись. Ты стульчик подвинул, что ли? Да. Представляете, какой джентльмен, Альберт стульчик подвинул. Рубашка Киевалгане совсем изменился, эй? Офигеть, меня стульчик даже подвинули. Что будем заказывать? Сейчас я вам расскажу и покажу, что в итальянском ресторане подают, доктор, кроме рожков. Салат с лососем, во. Равиоли с соусом. Равиоли рожки. А я алмайбыз. Тольятти с лососем.
Спагетти қарамаймыз енді. Пицца. Рожки, Пицца. Куриная грудка на гриле. Ребрышки. Ребрышки ягненка. Говяжья вырезка. О, ребрышки ягненка Алэх. Альберт меня уговорил выпить бокал шампанского. За 5-6 месяцев я впервые пью бокал шампанского. А это что? Спиртное. Это вода. Я думал, водку. Конечно, не везде. Я просто стакан водки әпкегенде береймәлі. Уже обрадовался, что ли? Ай, қуанып кетті бір бокал арақ әпкегендер деп папа. Что-то я не поняла, менің шампанскийде немендей помидор ятау. Сен алдың ма? Кім алған менің шампанскийде помидор? Ну так идет, по меню. Помидор черри вообще? Ну, машина идет. Или ол для закуски ме? Мне кажется, это вишня какая-то, нет? Ну, мне что вишня. Немеке? Офигеть, там суп. Неде, грибной? Рыбной ол. Не. Капец. Ну, суп вкусный был. Қой. Капец. Вот здесь купить сырой ашап отырмағанымды ашап отырайын. Это вы тут рахаттарып отдыхаете, блин. А мен bütün отдых-то работаю. Где вот мой отдых? Я всегда на отдыхе работаю. Где работаете? Постоянно работаю. Мен сен работать дядя быть. Білем, Ой, а алмағым кто реклама. берет рекламу? Мен на алмағым отдых? болды. А кем алды? Надо его выкопать и посмотреть, что это такое вообще. Меня он прямо раздражает, бесит меня. Что это Сегодня вообще так оценят бедную помидор. Что это за фигня? Что это такое? Фе! Я же говорила, это вишня. Такой сладкий. Ах, ты вкусно, ашап қоясың. Такой вкусненький, Азалия. Приторный прямо. Благодарю. О, вот это правильно.